Проект амбициозный, масштабный. Научные сотрудники Института биологических проблем и криолитозоны не только исследовали сами процессы, влияющие на возникновение пожаров или восстановление лесов после стихии, но и изучили фондовые данные состояния лесов, места пожарищ и проанализировали полученные данные. Еще никогда ранее на территории Якутии не была изучена геохимическая составляющая и влияние лесных пожаров на животный мир. В течение 2 лет учеными было выполнено более 100 химических анализов, по итогам которых были выявлены интересные закономерности. Оказалось, что после лесных пожаров не так сильно страдают крупные животные, а вот мелкие, конечно, им некуда деваться практически, и они в первую очередь страдают. Но в то же время мышевидные грызуны, они имеют очень высокую плодовитость, они быстро восполняют те потери, которые наносит катастрофический лесной пожар. Большое количество тепла при пожаре приводит к оттаиванию вечной мерзлоты. В таких местах изменяется ландшафт и растительность, после чего появляются термокарстовые просадки. Летом этого года ученые работали и на территории Ленских столбов, где проводили исследования по изучению восстановления леса после пожаров. Ими были изучены лиственничные леса, которые горели в разные годы. Установили, что, в принципе, восстановление после пожаров в сосняках происходит более-менее удовлетворительно. Особенно там, где проходили низовые беглые пожары. Именно низовые беглые, потому что они не затрагивают сильно древостой остается на корню, живой, а погибает только нижняя часть. Специалисты утверждают, что естественному восстановлению леса после пожара подлежит около 95%. При этом основной упор необходимо сделать на содействие восстановлению леса. Например, за появляющимися отростками и насаждениями необходимо вести определенный уход. Однако есть и исключения. Для определенных типов леса подходит метод искусственного лесовосстановления. Алроса продолжит вести исследования, которые помогут в дальнейшем принимать правильные меры по восстановлению лесов в Якутии, а также сохранять хрупкий экологический баланс. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск.